В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Лесной пожар не угрожает городу Якутску и пригородам. Его удалось локализовать. Капитальный ремонт к новому учебному году проводят более чем в 300 зданиях образовательных учреждениях республики. Соревнования по пейнтболу среди молодежи состоялись в Алдане. Аэропорт Якутск восстановил работу по фактической погоде в условиях ограниченной видимости из-за плотного тумана. В 13:45 прибыло воздушное судно авиакомпании «Алроса», ранее перенаправленное в аэропорт Полярный. Самолет следовал из Москвы. Также выполнено 3 рейса авиакомпании «Полярной авиалинии» по следующим направлениям: Белая гора, Мома и Саскылах. Готовится к вылету рейс Батагай, выполнен рейс в мирной авиакомпании «Алроса». Метеовидимость в эти часы составляет 450-500 метров. Столице республики и его пригородам не угрожает лесной пожар. На границе Якутска, Намского и Горного районов он локализован. Как сообщил главный лесничий якутского лесничества Юрий Кузьмин, минерализованная полоса замкнула линию лесного пожара до естественных преград речек. Ее общая протяженность составила порядка 70 километров. Благодаря технике, которая оперативно была доставлена на тушение, это большое расстояние в тайге удалось пройти всего за неделю. В целом в республике продолжается сложная лесопожарная обстановка. На сегодняшний день действуют 163 пожара на площади более 4,5 миллиона гектара. Тушится 54 возгорания, локализовано 11, ликвидировано 11 и обнаружено 8 новых пожаров. Всего на тушение привлечено почти 5000 человек и 775 единиц техники. На особом контроле находится 13 населенных пунктов. В населенных пунктах Ергелях, Ортосур, Тастах, Кырыкы, Мельджихси, Ударник, Фрунзе, Эдей и Бярия задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. За сутки авиация МЧС России была задействована на территории Верхневилюйского района. Произведено 3 сброса и слито 9 тонн воды. На территории Нюрбинского района действуют 5 лесных пожаров, из них 4 локализованы. Сегодня после облета планируется ликвидация 3 пожаров в Мальжигарском, Харулинском и Аканинском наслегах. Также завтра ожидается ликвидация лесного пожара в Кюндядинском наслеге. Всего за пожароопасный период зарегистрировано 92 лесных пожара. С 12 августа на территории Нюрбинского района базируется вертолет Ми-8 с водосливным устройством Минобороны Российской Федерации. Далее работа будет вестись по вывозке сил и средств с ликвидированных пожаров. Всего на пожары были привлечены 96 человек. Это работники авиалесохраны, Якутлесресурса, федеральные силы Якутска, а также наше мобилизованное население. И, конечно, мы привлекли 13 единиц техники. А в Хангаласском Улусе удалось отвести огненную стихию от села Едяй, но огнеборцы не теряют бдительность. 2 лесных пожара, угрожавших населенному пункту, все еще активны. Более того, в результате встречного отжига они объединились и теперь направляются по северной кромке в сторону Горного Улуса. Над локализацией пожаров работают 162 человека, из них 83 человека – местное население и добровольцы. Сегодня планируется произвести встречный пал в сторону пожара, идущего с села Кытыл-Дюра. Сейчас ждем погоду. Если по погоде сегодня дождей не будет, будем отжигаться до реки. До реки Лины, там примерно промежуток осталось километров 5. На данный момент работает, сегодня выехало сколько? 160 человек. И все работают по кромке и отжигаются, встречный пал ведут. И караулят по всей кромке. Глава республики Айсен Николаев выступит с обращением к жителям Якутии сегодня в 19 часов. Оно будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия-24» и радио «Тетим», а также в социальных сетях.
Перейдем к эпидобстановке в республике. За минувшие сутки выявили 140 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в столице региона 78 заболевших, в Мирнинском районе 11, по 8 случаев в Алданском и Амгинском районах, в Сунтарском 6, в Вилюйском 4, по 3 инфицированных в Намском, Нерюнгринском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах, по 2 в Алайховском, Ленском, Нюрбинском, Таттинском районах, по 1 случаю заболевания в Абыйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах. Как отметила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина, сегодня на территории региона увеличивается количество больных детей. В связи с этим было решено увеличить места в детских стационарах. Вместе с тем, из-за плохих метеоусловий затруднена доставка вакцины в ряд районов республики. Также на брифинге отметили, что в ближайшее время в регион поступит вакцина «Спутник Лайв». Поступившая вакцина, которая поступила у нас порядка где-то 10 дней назад, у нас также не может вылететь в ряд районов, в связи с чем принимаются оперативные решения по ее доставке, в связи с чем и, соответственно, в некоторых районах сегодня закончилась вакцина, и мы ждем лишь только ее доставки до поликлинического звена этих районов. Специально для Абыйского и Ленского района при наличии погоды, соответственно, завтра вакцина вам будет доставлена. Еще раз обращаю внимание всех граждан на необходимость вакцинации, и мы уже начнем приступать к периоду ревакцинации в связи с тем, что в ближайшее время, я думаю, что исходя из погодных условий, во вторник, в среду в республике поступит 50 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», которая нам позволит перейти к более массовой вакцинации. В 323 зданиях образовательных учреждений республики проводится капитальный ремонт. Это 191 школа, остальные детсады и дома дополнительного образования. В этом году сумма, выделенная на проведение работ, составляет порядка 591 миллиона рублей. Из них доля из федеральной казны 58 миллионов рублей. Как отметили в Министерстве образования республики, на сегодняшний день ремонтные работы выполнены на 60%. Капитальное обновление зданий ведется в Кобяйской школе, в Чаранском среднем учреждении Усть-Алданского улуса и в селе Теплый Ключ Тампонского района. Все работы должны закончиться до 20 августа. Проводится работа достаточно хорошо. Вот по Кобею и по Усть-Алдану работы ведутся по графику, а в Тампонском районе чуточку с отставанием. Но Тампо мы взяли под особый контроль, и вот поэтому организуем там выездные осмотры, выездные совещания. Но практически каждый день мы держим на контроле. Но со стороны руководства района и со стороны подрядчика, они обещают, что они догонят, и к 1 сентября этот объект будет готов. А трехэтажное здание в зелено-бежевых тонах с фасадом из керамогранита и световой вывеской по спецзаказу школы искусств появится в скором времени у главного музыкального учреждения Ленска. Сегодня там развернулись масштабные строительные работы. Анна Кожевникова готова рассказать подробности. Сегодня это место не узнать. Долгие годы здесь располагалось сразу несколько культурных и образовательных объектов. Дом пионеров, детская библиотека, краеведческий музей, музыкальная школа. Буквально этим летом тут развернулась грандиозная стройка. В скором времени здесь распахнет двери современная школа искусств. Сегодня на строительной площадке за высоким забором идет подготовка к фундаментным работам. Для возведения этого необычного по дизайну здания привлечены местные кадры. Пока 20 человек. Тесно с нами работает, соответственно, администрация муниципального образования и его представители, в частности, это управление капитального строительства, с которым мы взаимодействуем. Они ведут контроль. Также участвуют в этом и представители города Ленска, архитектура в частности. Сварочные работы производят, сварочный цех организован, армировка идет.
Храм искусства будет трехэтажным, с лифтом, музеем, большим двухуровневым концертным залом на 250 мест и актовым залом на 70 мест. Это десятки кабинетов на площади 1300 квадратных метров, а надземная часть займет 3120 квадратных метров. Школа искусств сможет принять 360 учеников. У меня старшая дочка, она учится в отделении фортепиано, младшее подготовительное отделение, именно художественное отделение, концертный зал. Это самое основное для нас, потому что мы очень ждем выступления наших талантливых детей. Это появится возможность для всех населенных пунктов привозить дошкольников и школьников, чтобы смотреть концерты, ну и знакомиться с миром музыки. Любовь скромничает. Она, как никто другой, причастна к строительству школы искусств. Ведь она один из главных разработчиков проекта. Образовательное учреждение района казни обойдется в 220 миллионов рублей. А еще 19 было потрачено на ремонт помещений для временного размещения школы искусств в бывшем здании Дома быта Нюргуяна. Сдать новый объект должны 1 июля 2022 года. Как рассказал подрядчик, благодаря инновационным технологиям сегодня есть возможность строить здания даже в холодное время года. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Алданская общественная организация по работе с молодежью направила средства районного гранта на развитие пейнтбола в Алдане. Некоммерческая организация развивала данное направление и раньше, но теперь ребята хотят выйти на республиканский уровень, рассказывает Руслан Павлов. Регистрация, инструктаж перед игрой и в бой. Очередные соревнования по пейнтболу для местной молодежи провела Алданская общественная организация «Все в наших руках». Наша организация выиграла районный грант. Мы уже не первый год занимаемся развитием пейнтбола среди молодежи. В этот раз приглашена молодежь с детского дома, мотокросс, и наши активисты будут принимать участие. Будут первые, вторые, третьи места призовые. Пейнтбольные игры НКО проводит на регулярной основе. Сейчас задача общественников – выявить лучших из лучших и сколотить сборную команду для выхода на республиканский уровень. Мы вообще планируем развивать пейнтбол на республиканском уровне. Планируем ездить в Нерюнгри, в Якутск. Думаю, со следующего года, с середины мая, мы начнем отбор команды. И сделаем команду и будем выезжать уже в Нерюнгри, либо в Якутск. Военные игры – мальчишечьи забавы, но в такие с удовольствием играют и девчонки. Почувствовать адреналин и плечо друга в нестандартной ситуации – лучший подарок для эмоционального фона подростков. Мне больше всего понравилось стрелять. Я в первый раз вообще в жизни брала вот эту вот штучку в руки. И первый раз в жизни была в этой игре. Мне очень понравилось. Я боялась, что в меня попадут, то, что будет больно, потому что я не знала, насколько это больно, насколько это не больно. И поэтому я опасалась. Большинство я стояла, пряталась, а в конце только начала стрелять. Не попали? Нет, не попали. По итогам круговых игр из 4 команд участников бронзовыми и серебряными призерами стали команды Алданского детского дома. Победителем признана команда «Мотокросс», которая имеет достаточный опыт ведения пейнтбольной войны. Впрочем, лучшим подарком для всех стали эмоции, знакомства и бодрое настроение участников. В летний-осенний сезон организаторы планируют провести еще пару соревнований по пейнтболу для молодежи. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Участник Олимпийских игр Аял Лазарев вернулся в Якутск после выступления на Олимпийских играх в Токио. Спортсмена в аэропорту встретили самые близкие ему люди – отец, брат, сестра, тренер и спортивная общественность республики. Напомним, что Аял Лазарев выступал на Олимпиаде в весовой категории до 125 килограммов в составе сборной Киргизии. Для 35-летнего якутянина эта Олимпиада стала второй в карьере. Мы с тренером максимально ответственно, максимально фанатично подошли к этому делу. Назад уже дороги нету. Впереди Олимпиада, надо готовиться и что есть, всем жертвовать и идти вперед. А там уже как Бог рассудит. Мы постарались максимально выложиться, но не получилось. И это сейчас в первую очередь надо теперь заняться здоровьем, а дальше уже видно будет. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.